Юбилейная дата – это всегда повод оглянуться назад, подвести определенные итоги пройденного пути длиною в 65 лет. 20 октября Канашская детско-юношеская спортивная школа имени Владимира Петровича Воронкова отметила свой юбилей. Юбилейный праздник собрал в зале спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, выпускников спортивной школы и почетных гостей. Всех тех, чья душа и сердце преданы спорту. Благодаря самоотверженному труду руководителей спортивной школы, тренеров, преподавателей и тех, кто несет людям здоровье и силу, с каждым годом все больше детей и подростков приобщается к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом. От всей души, от всех наших детишек, тренеров, родителей, лично от меня, мы благодарны вам за ту поддержку, которую вы уделяете нашей школе. Детско-юношеская спортивная школа имени Владимира Воронкова занимает важное место в спортивной жизни нашего города. Это отметил в своем выступлении и глава администрации Владислав Сафронов. Самого пика, конечно, достиг у нас Владимир Петрович, потому что олимпийскую медаль получает по жизни только единицы. Это заменяет все другие медали. Это уже признано. То, что Григорьевы делают и делали для Канаша, я уверен, тоже продолжится на долгие еще годы. Огромное спасибо семье Григорьевых за их достижения и за то, что они делают для нашего города. Заслуги работников школы неоценимы, так скажут многие родители, чьи дети достигли определенных высот в спорте. И те, кто только делает первые шаги. Мы верим твердо в героя спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам. Мастерство тренера – это успех его воспитанника. И если они достигают мирового уровня, профессионализм тренера очевиден. Данная спортшкола является для меня особенной в том плане, потому что я в ней не только воспитывалась, но и можно, наверное, сказать так, что родилась. Я начала принимать участие в соревнованиях с 3 лет. И спорт сопутствовал со мной на протяжении всей жизни. Я выражаю огромную благодарность своему тренеру Григорьеву Владимиру Яковлевичу. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Спасибо вам большое за то, что вы вкладываете в каждого ученика столько любви. Вы ни за что не отпустите его, не научив какому-либо упражнению. Это действительно ценно, это искусство тренера. В этот вечер нескончаемо звучали теплые слова в адрес коллектива спортшколы, награждения и восхищенные аплодисменты. Канашская детско-юношеская спортивная школа действительно является кузницей мастеров спорта и чемпионов. Все началось с того, что Сухарь Людмила Ивановна видела меня на школьных соревнованиях. Она пришла болеть за своих спортсменок, и тут увидела меня, то, что вот я вытащила, можно сказать, свой класс на призовое место, с 4 на 3 место. И, видимо, она что-то во мне разглядела на тот момент. Познакомился она в Чебоксарах с моим будущим тренером Красновым Владимиром Николаевичем. Как-то вот так они пересеклись, сказали, вот у меня есть спортсменки, там, она, и среди них перечислила тоже меня. Я, конечно, была удивлена, когда она сказала, давай, съезди в Чебоксары, попробуешь спорт, велоспорт, вернее. На тот момент я думала, как так? Мой любимый вид спорта – это лыжи. Ничего больше я не представляю. И даже вот о существовании такой дисциплины, как маунтинбайк, я не слышала. И на мое удивление, я с первого же занятия поняла, что это мой вид спорта. В первую очередь, конечно, хотелось бы пожелать им это терпение, потому что заниматься спортом тоже нужно много терпения, ведь помимо учебы еще нужно ходить на тренировки, не пропускать их, ходить на каждое занятие, уважать
себя в первую очередь и тренера, с которым ты занимаешься. Ну и, как сказать, не унывать, верить в себя, и победа придет.